Желание загадали, Новый год встретили, осталось дело за малым – убрать все то, что осталось от года старого. У каждой вещи, конечно, должно быть свое место, однако восточные мудрецы твердят – важные направления, в которые эта вещь находится. К новомодному фэн-шую мы уже привыкли, а между тем существует такое направление, как васту. Система индийская, но и в российских домах в последнее время прижилась. Если, допустим, сравнивать с пальто, например, то фэн-шуй – это воротник, а васту – это полностью все пальто. Уборку дома нужно прежде всего начинать с двери парадной, а не с самых дальних комнат, как мы привыкли. Не стоит захламлять порог. Многие люди часто выставляют всю обувь и одежду, которая имеется в доме именно в этом месте. Васту советует лучше оставить те вещи, которые соответствуют данному сезону. Не стоит забывать и про мешки с мусором. Стоять им на пороге нежелательно даже 10-15 минут. Дом – это такое же тело для человека, так же, как и тело наше, дом для нашей души. И тело дома, оно начинается с двери, с входной двери. То есть считается по васту, что двери – это род дома. Шаг второй. Вооружившись компасом, гармонизируем первоэлементы в доме, такие как огонь, земля, вода и воздух. Для огня определяем восточное направление, туда ставим лампу или свечу. Сосуд с водой должен находиться в северо-восточном части вашего дома. То есть вы можете там поставить этот сосуд, можете поливать цветы, можете пить эту воду. То есть она должна постоянно обновляться, она не может там застаиваться. А вот инструмент музыка ветра идеально подойдет для гармонизации воздуха. Но она не должна висеть где угодно, она может висеть только на западе, даже если там нет двери. Либо это может быть кондиционер какой-то, там вентилятор, либо окно. Громоздкие предметы, либо катка с фикусом должны стоять на юго-западе. Это для элемента земля. Есть, правда, еще один элемент. Он неуловим, но соединяет все предыдущие. Это эфир. Его тоже нужно привести в порядок. Любую красивую, приятную музыку. В доме, конечно же, не должно быть никаких резких звуков, резких криков. То есть вы должны разговаривать с близкими, ласковым, приятным голосом. То есть всем должно быть комфортно и приятно. И самое главное, сколько бы хлама вам не пришлось вынести после новогодних праздников из дома, спокойствие, спокойствие и только спокойствие. Может, можно склеить? Ольга Сергеева, Александр Шималин. Специально для программы с 7 до 9.